Добрый день, уважаемые предприниматели и участники проекта Агросода USAID. Следующая тема, которую мы рассмотрим, это особенности экспорта крупнорогатого скота КРС и мелкорогатого скота МРС из Кыргызской республики в Республику Узбекистан. Крупнорогатый скот в узком смысле это домашние парнокопытные жвачные животные вида Бостаурус, семейства полорогих. В широком смысле к КРС относят также буйвола, яка, бантенга и гаялу. По краниологическим признакам крупнорогатый скот вида Бостаурус делят на 4 основных подвида: европейский скот степных и равнинных зон, длиннорогий европейский скот горных и лесных зон, короткорогий, центральноазиатский скот и южноазиатский и североафриканский горбатый скот. Мелкий рогатый скот МРС – сельскохозяйственные животные подсемейства козьи, основное назначение которых – производство шкуры, шерсти, мяса, молока и других. Из представителей мелкорогатого скота чаще разводятся животные из родов бараны и горные козлы. В первую очередь видов домашняя овца и домашняя коза, реже животные других родов. Нормативные акты, регулирующие деятельность. Это Кодекс здоровья наземных животных Международного эпизоотологического бюро, постановление правительства Кыргызской республики от 15 мая 2015 года номер 377. Уполномоченный орган в сфере ветеринарии – это Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Для экспорта крупнорогатого скота и мелкого рогатого скота из Кыргызской республики необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Нужно обратиться будет к частному ветеринару, который выписывает ветеринарное свидетельство формы номер 1А. Затем составляется акт досмотра районного инспектора. Сдаются анализы в аккредитованные лаборатории. Затем выдается ветеринарное свидетельство формы номер 1. Предоставление ветеринарного разрешения на ввоз подконтрольных товаров в Республику Узбекистан. На пункте пропуска должностное лицо погранветпропуска на основании ветеринарного свидетельства оформляет ветеринарный сертификат формы номер 5А касаемо животных. Перед экспортом крупнорогатого скота и мелкорогатого скота они должны находиться не менее 21 дня в карантинной зоне. Для получения ветеринарного свидетельства приложить перечень документов. Это заявление, договор купли-продажи, то есть контракт, результаты лабораторных анализов в аккредитованных лабораториях и товаросопроводительные документы. После получения ветеринарного свидетельства погрузка должна быть осуществлена не позднее 3 дней. Ветеринарное свидетельство – это документ установленного образца, выдаваемый уполномоченным органом по ветеринарии на все виды подконтрольных товаров, подтверждающий, что указанные товары выходят из местности благополучной по особо опасным и карантинным болезням животных, а сырье и продукты животного происхождения помимо этого прошли ветеринарно-санитарную экспертизу в установленном порядке и соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Формы ветеринарных свидетельств на экспорт бывают 3 видов. Форма 1 – это живые животные. Форма 2 – это продукция животного происхождения. Форма 3 – для сырья животного происхождения. Ветеринарный сертификат – это документ установленного образца, выдаваемый уполномоченным органом по ветеринарии, удостоверяющий, гарантирующий безопасность подконтрольных товаров в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие государства по заразным болезням животных в соответствии с ветеринарными
требований государства-импортера. Формы ветеринарных сертификатов бывают разных видов. Это форма 5А, B, C, D, E и так далее. Действие первое. Это предоставление документов в таможенный орган, в отдел учета таможенных платежей и статистики для открытия лицевого счета. Для юридических и физических лиц это свидетельство о регистрации, либо перерегистрации, справка с налоговой об отсутствии задолженности, контракт, договор, копия паспорта, доверенность и счета фактуры, то есть инвойсы. Действие второе. Предоставление контрольной папки в таможенный орган, отдел таможенного контроля и вместо таможенного оформления. Следующий перечень документов для контрольной папки. Это свидетельство о регистрации ОСО или ИП, либо о перерегистрации, устав организации, справка с налоговой об отсутствии задолженности, контракт, копия паспорта и доверенность. Действие третье. В таможенном органе, регионе деятельности, в котором вы находитесь, вместо таможенного оформления декларант предоставляет следующие документы. Это заявление, товаросопроводительные документы, счета фактуры, инвойсы, товаротранспортные накладные, то есть СМР, договор, сертификат происхождения, декларация о соответствии товара и доверенность. Действие четвертое. После проверки документов таможенными органами декларант предоставляет документы таможенному представителю для подачи электронной декларации на товары. Оплачивает сумму причитающихся таможенных платежей в банке при экспорте товаров без учета вывозной пошлины оплачивается таможенный сбор в размере 0,25% от таможенной стоимости. После подачи электронной формы декларации декларант в бумажном виде вместе с квитанцией об оплате суммы причитающихся таможенных платежей и оригиналами товаросопроводительными документами подает сотрудникам таможенных органов для дальнейшего совершения таможенных операций. Действие пятое. Сотрудник таможенных органов после проверки назначает досмотр, осмотр товаров и автотранспортных средств. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации. А в случаях, если таможенная декларация зарегистрирована менее чем за 4 часа до окончания времени работы таможенного органа, то в течение 4 часов с момента начала работы этого таможенного органа. Выпуск товаров должен быть завершен не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. Сотрудник досмотровой группы в присутствии представителя проводит осмотр и досмотр товаров в целях проверки или получения сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль. Действие шестое. После проведения таможенного досмотра составляется акт в 2 экземплярах, и старший инспектор по оформлению завершает таможенные операции по оформлению товаров и транспортных средств и ставит личную номерную печать и штамп «Выпуск разрешен». Действие 7. При прибытии на пункт пропуска водитель либо перевозчик проходит пограничный контроль. Действие 8. Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах пропуска осуществляется после предоставления ветеринарного свидетельства и других сопроводительных документов. По результатам проведенного документарного контроля должностное лицо погранветпропуска на основании ветеринарного свидетельства оформляет ветеринарный сертификат формы номер 5А. Товаросопроводительных документов в ветеринарном сертификате ставится штамп «Выпуск разрешен», либо «Выпуск запрещен», после чего заверяет его печатью и подписью с указанием своей фамилии и инициалов. Действие 9. После прохождения всех контролирующих органов в пункте пропуска таможенный орган предоставляются
товаросопроводительные документы для регистрации транспортных средств и товаров о фактическом вывозе товаров. Проставляется печать сотрудников товаротранспортных накладных, то есть СМР. Порядок совершения таможенных операций в Республике Узбекистан. Декларант, то есть таможенный брокер импортера, информирует таможенные органы о поставке товаров в адрес декларанта путем получения универсального кода в электронной системе таможни Республики Узбекистан. В пункте пропуска, согласно предварительной информации, проводят осмотр товаров, проверку товаросопроводительных документов. После завершения всех процедур направляют автотранспортное средство с товарами на терминал. Уведомление должно быть осуществлено не позднее 30 минут после доставки товаров, а в случае его доставки вне времени работы таможенного органа назначения не позднее 30 минут после начала времени работы таможенного органа. Если товар доставлен в таможенный орган назначения вне времени его работы, он размещается в зоне таможенного контроля. В терминале сотрудники таможенных органов Республики Узбекистан проводят таможенный контроль, таможенные операции и таможенные процедуры в отношении автотранспортных средств и товаров согласно поданным товаросопроводительным документам. Уплата таможенных платежей составляет 15% НДС от стоимости товаров на основании сертификата происхождения формы СТ1 соглашения для стран СНГ освобождается от уплаты таможенной пошлины. Порядок оформления ветеринарных документов при импорте подконтрольных товаров в Республику Узбекистан. В случае импорта в Республику Узбекистан живых животных запрос для получения разрешения направляется не менее чем за 2 месяца с учетом необходимого времени для обследования хозяйства импорта, оформления выезда государственного ветеринарного врача Республики Узбекистан в страны экспортера для проведения карантина вывозимых животных. Выданное разрешение в течение 3 рабочих дней отправляется посредством автоматизированной информационной системы или в бумажном формате Комитету ветеринарии и развития животноводства Республики Каракалпакстан соответствующим управлением ветеринарии и развития животноводства областей и города Ташкента, Управлению государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Республики Узбекистан владельцу подконтрольного товара. В заявлении указываются следующие сведения: наименование, то есть паспортные данные, ИИН для физических лиц, местонахождение, почтовый адрес, номер телефона, факс, электронный адрес, ИИН получателя, страна-экспортер, место происхождения подконтрольного товара, штат, провинция, хозяйство и другое, название производителя, номер регистрации из реестра производителей, наименование подконтрольного товара, а также единицы его измерения. Цель импорта – реализация без переработки, переработка с указанием конечного продукта переработки и так далее. Виды транспорта, маршрут следования с указанием названия пункта пропуска для стран СНГ, пункты пропуска через государственную границу, предполагаемый срок импорта подконтрольного товара, название стран транзита, место хранения и карантинирования, наименование организации переработки подконтрольного товара, если имеется, при импорте живых животных акты проверок животноводческих фирм, других мест проведения карантина и ветеринарно-санитарное заключение. Комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Каракалпакстан, Управление ветеринарии и развития животноводства областей и города Ташкента в течение 2 рабочих дней ознакомливаются с условиями хранения, использования, свободной реализации, лабораторные и прочие исследования, переработка и другое подконтрольного импортеру товаров, указанными в направленном через уполномоченный орган обращении заявителя и эпизоотической обстановке соответствующей территории. Решение главного государственного ветеринарного инспектора Республики Узбекистан или его заместителя о выдаче разрешения на импорт подконтрольных товаров или об отказе
в его выдаче оформляется в электронном формате или в бумажном формате в течение 3 рабочих дней, отправляется заявителю. Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах пропусках осуществляется после предоставления ветеринарного сертификата и других товаросопроводительных документов страны отправителя. По прибытии подконтрольного товара в границе сотрудник ветеринарного контрольного пункта на государственной границе на основании разрешения или его копии взамен ветеринарного сертификата оформляет соответствующее ветеринарное свидетельство посредством автоматизированной информационной системы или в бумажном формате. По результатам проведенного документарного контроля должностное лицо пограничного контроля ветеринарного пропуска принимает решение и на товаросопроводительных документах, ветеринарном сертификате страны отправителя при въезде на территорию Республики Узбекистан ставит штамп «ВВОЗ разрешен» либо «ВВОЗ запрещен», после чего заверяет его печатью и подписью с указанием своей фамилии и инициалов. Спасибо большое, уважаемые предприниматели, участники проекта «Агросода USAID». Желаю вам успехов в ваших начинаниях.